Чашиделек, добро пожаловать в Тибет на этой неделе. С вами еженедельные новости о Тибете, его святейшестве Далай-ламе и Центральной тибетской администрации. Коротко о главных событиях. Его святейшество Далай-лама. Образование должно научить молодых людей строить мирное общество. Исторический визит президента Центральной тибетской администрации в Госдепартамент США вызвал недовольство Китая. Тибетцы оплакивают кончину Такнат Джигме Сангпо, бывшего тибетского политзаключенного. Его святейшество Далай-лама и Центральная тибетская администрация поздравили Джасинду Ардерн с победой на выборах. 2 тибетских студента отличились при сдаче NEET. Его святейшество Далай-лама высказал мнение, что целью образования должно стать воспитание счастливых людей, и добавил, что это требует душевной теплоты и принятия всестороннего, целостного и дальновидного подхода, который позволит справиться с любой ситуацией. As long as space remains, sentient beings remain, I will remain in order to serve them. And within this life, till my last breathing, I can make every sort of small contribution regarding peace of mind, and for that patience very important. In order to practice patience, your troublemaker, so-called your enemy, is best teacher. Во вторник на этой неделе его святейшество был приглашен на дискуссию с представителями EdCamp Ukraine, неправительственной образовательной организации, официального партнера университета Эмори в области социально-эмоционального и этического обучения в Украине. Через несколько дней после первого в истории визита тибетского лидера доктора Лобсанга Сенгье в Государственный департамент США Китай заявил, что выступает против встречи президента Центральной тибетской администрации и помощника госсекретаря Роберта Дестра, недавно назначенного специальным координатором США по вопросам Тибета. Вслед за сообщениями об этом визите на первых полосах ведущих газет страны и всего мира официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Джао Лидзянь выступил с заявлением, в котором назвал тибетское правительство в изгнании сепаратистской политической организацией, стремящейся добиваться независимости Тибета. В среду на прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео объявил о назначении помощника госсекретаря Роберта Дестра новым специальным координатором США по вопросам Тибета. Центральная тибетская администрация и сторонники Тибета приветствовали назначение Дестра. Тибетцы всего мира скорбят о кончине политического заключенного Такнат Джигме Сангпо, срок тюремного заключения которого оказался самым длинным. Он провел в китайской тюрьме половину своей жизни и, оказавшись в изгнании, защищал дело Тибета. Президент Центральной тибетской администрации доктор Лобсан Сенгье выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Такнат Джигме Сангпо, сказав: «Я с юных лет восхищался его мужеством. Для меня было честью встретиться с ним лично. Кроме того, я принимал участие в презентации его автобиографической книги в Дарамсале. Мы потеряли истинного патриота Тибета». Центральная тибетская администрация закрыла до конца дня все свои офисы и провела молебен по усопшим. Такнат Джигме Сангпо, который провел 37 лет своей жизни в китайской тюрьме, скончался в субботу на прошлой неделе в Швейцарии в возрасте 91 года. Его святейшество Далай-лама и Центральная тибетская администрация поздравили Джасинду Ардерн с ее победой на всеобщих выборах в Новой Зеландии. В поздравительном письме его святейшество выразил восхищение мужеством, мудростью и лидерскими качествами премьер-министра, проявленными в это непростое время.
Президент Центральной тибетской администрации доктор Лобсан Ценге и спикер тибетского парламента в изгнании Пема Джунгне также поздравили Джасинду Ардерн с ошеломляющей победой на выборах и отметили ее умелое и гуманное руководство народом Новой Зеландии, добавив, что миру необходимо побольше именно таких лидеров. Впервые с момента введения в 2013 году Медицинским советом Индии Всеиндийского национального экзамена на соответствие критериям вступительного теста NEET два тибетских студента Тензи Иши и Кунгалик Джунг набрали более 500 баллов. Департамент образования Центральной тибетской администрации поздравил их с успешной сдачей NEET. 16 октября было объявлено, что квалификационный балл 147 из 720 является обязательным для поступления в медицинские колледжи по всей стране. 41 тибетский студент подал заявку на 6 мест для обучения по программе бакалавриата в медицине и хирургии, выделенных правительством Индии и правительством штата Химачал-Прадеш тибетским студентам-беженцам. На сегодня это все. Всем хорошей недели и до новых встреч!